Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аль-кабирату тhaнияту валь-хамсун, 52-й грех. Исбалю изар, опускание изара ниже щиколоток. Опускание штанов, брюк и так далее ниже щиколоток. Сначала пройдем хадисы, аяты, а потом разберем этот вопрос. Аллах Тааля говорит: «Валя тамши фил арды мараха», и не ходи по земле кичливо. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма асфаля миналь ка'байни миналь изар фафиннар», то, что ниже щиколоток, или тот, кто опустил, как ученые сказали, можно перевести, тот, кто опустил свой изар ниже щиколоток, то он будет в огне, или то эта часть будет в огне. И так можно перевести. Также приводится хадис: «Ля янзуруллаха ман джарра изараху батара». Не посмотрит Аллах на того, кто тянет свой изар кичливо, надменно. То есть у кого по земле тянется. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Талятатун ля янзуруллаху илейхим яумал киямати ва ля юзаккихим ва лахум азабун алим». 3 группы людей, на которых не посмотрит Аллах в судный день, не очистит их грехи от грехов, им будет мучительное наказание. Аль-мусбиль, тот, кто опускает свою одежду ниже щиколоток до земли. Валь-маннан, тот, кто, совершив праведное дело, хорошее дело, оказав кому-то услугу, сделав кому-то что-то хорошее, напоминает ему об этом все время. Я же тебе сделал хорошо, не забыл ли ты? Отплатишь ли ты мне за это? И вот так. Валь-мунаффику сил'атаху бихаляфиль казиби. Тот, кто продает свой товар ложной клятвой, лжет для того, чтобы продвинуть свой товар, для того, чтобы купить или продать. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тут упомянул именно вот эти 3 группы людей. В других хадисах, как мы говорим, есть другие 3 группы. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это указывает для того, чтобы было легче запомнить. И чтобы человек остерегался этого. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Байнама раджулун ямши фи хуллятин». Однажды шел человек в одежде хулля. Это одежда, которая двухсоставная, верх-низ есть, или вверх, и еще внутренняя одежда. Ту'джибуху напсуху, восхищаясь собой, восторгаясь собой. Обычно, когда человек восторгается собой, то это приводит к высокомерию, и он начинает видеть других людей ниже себя. Что приводит к высокомерию, к кичливости и приводит к тому, что человек перестает принимать истину. Мураджилюн расаху, с расчесанными волосами, яхталю фи мишьятихи, проявляет кичливость в своей походке, то есть необычно идет, а именно показывая высокомерие. «Из хасаф Аллаху бихиль арда», как Аллах внезапно сделал так, что он провалился под землю. «Фахуа ятаджальджалю фиха иля яумил киямати», и он будет падать так до судного дня. То есть Аллах так сделает, что он будет падать так до судного дня. Бухари и Муслим. Также от Абдулла ибн Умара приводится, да будет доволен Аллах ими обоими,
Абдуллой и Умар ибн Хаттабом от пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Аль-исбалю фил изари валь камиси валь амама». Опускание бывает в изаре, в рубахе и в чалме. То есть нету разницы, какая одежда, если она опускается, если она по земле волочится, то это будет исбаль. «Ман джарра шай'ан хуяля лям янзуруллаху илляйхи яумил киямати». И если человек будет волочить это, то есть свой изар, или свою рубаху, или свою чалму, если у нее опускается вот это, то, что накручено до земли и волочится, и делает он это из высокомерия, показывая свое высокомерие, то Аллах не посмотрит на него в судный день. То Аллах не посмотрит на него в судный день. Хадис приводится в Абу Дауде. Также от Джабира приводится: «Каля ли Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям», сказал мне посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям: «Ияка ва исбаль аль-изар», остерегайся опускать изар, то есть волочить свой изар, остерегайся волочить свой изар. «Фаиннаха мин махьяляти», поистине это из высокомерия, то есть есть опасение высокомерия. «Инна Аллаха ля юхиббуль махьялята», а Аллах не любит высокомерие. Также от Абу Хурайры приводится, этот хадис слабый, но имам Захаби привел, поэтому пройдем его. «Бейнама раджулун юсалли мусбилян», однажды человек читал намаз, и у него изар его опускался до земли. И «Каля ляху Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям», и посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Идхаб фатавадда», иди и возьми тахарат. И тот пошел и взял тахарат, потом пришел. И пророк саллаллаху алейхи вассалям опять ему сказал: иди и возьми тахарат. И тогда один человек спросил, и тогда этот человек сказал посланнику Аллаха саллаллаху, другой человек сказал посланнику Аллаха саллаллаху алейхи вассалям: о посланник Аллаха, почему ты ему велишь брать тахарат и ничего не объясняешь? И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Иннаху кянна юсалли фи вахуа мусбилю изараху», поистине он читал намаз, и его одежда была ниже щиколоток, то есть была опущена. «Ва инна Аллаха ля якбалю салята раджулин мусбилин», и Аллах не принимает молитву человека, который опускает свой изар. Хадис, как я говорю, слабый, и ни один из ученых не сказал то, что если человек опустит свой изар, то его намаз не будет принят. Однако тут, даже если мы скажем, что хадис достоверный, тут имеется в виду тот, кто опускает свой изар от высокомерия, а высокомерие приводит к тому, что человек недолжным образом совершает намаз, что приведет к тому, что что Аллах сделает тщетными его дела по причине его высокомерия. Также пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ман джарра саубаху хуяля ля янзуруллаху илейхи яумил киямати». Тот, кто будет волочить свою одежду, проявляя высокомерие, кичливость, то Аллах не посмотрит на него в судный день. И Абу Бакр, рады Аллаху анху, сказал: «Я Расул Аллах, о посланник Аллаха, инна изари ястархи илля ан атаахадаху». Если я не буду следить за своей одеждой, то она опускается ниже щиколоток, говорит. Если я не буду следить за своей одеждой, мой изар опускается и волочится по земле. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Иннака ласта мимман яф'аляху хуяля». Поясни, ты не из тех, кто опускает это, проявляя высокомерие. Поясни, ты не из тех, кто опускает это, проявляя высокомерие. И также пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Изаруль му'мини иля ансафи сакайхи». Изар, как, это то, что носится снизу. И пророк саллаллаху алейхи вассалям тут в этих хадисах говорит изар, потому что это был одежда арабов в то время.
То есть кусок материи, который накручен вокруг снизу. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: изар верующего до середины голени. Изар верующего до середины голени. То есть для верующего лучше всего будет, чтобы он опускал его или делал одежду, поднимал одежду или опускал одежду до середины голени, не выше, не ниже. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: изаруль муслими иля нисфы сак. Изар верующего до середины голени, и нету греха, если он будет между серединой голени и щиколотками. То есть до щиколоток можно. А то, что ниже щиколоток, то в огне. И тот, кто волочит свою одежду кичливо, то не посмотрит на него Аллах. Абу Дауд приводит. Также Ибн Умар говорит, рады Аллаху анхума: марарту аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям ва фи изари истирхаун. Я прошелся около посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и моя одежда была опущена или волочилась. И он сказал: я Абдалла, о Абдулла, ирфа изарак, подними свой изар. И я поднял. И он говорит: еще подними. И я еще поднял. И говорит, я после этого не перестаю носить свой изар так, как указал мне пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И когда у него спросили: а да откуда он тебе указал? Он сказал: до середины голени. Вот эти хадисы, которые имам ад-Дахаби привел, тот, кто опускает изар ниже щиколоток, и ученые разделились во мнениях. Большинство ученых, джумхуруль уляма, можно сказать даже 4 масхаба, говорят, что не является харамом, если человек опускает свою одежду ниже щиколоток, опускает, и при этом у него нет высокомерия. То есть, если он, когда опускает, нет у него высокомерия, не делает это из-за высокомерия, не делает это из-за кичливости, то в этом, говорит, что то это не является харамом. Но те, которые сказали, не является харамом, если он делает это из высокомерия, проявляя высокомерие, кичливость, то нету среди ученых разногласий, кто бы сказал, что это харам. А кто говорит, что если нету высокомерия вот этого качества, нету кичливости в этом, то ученые разделились во мнении. Большинство ученых говорят, что это не будет харамом, и они опять разделились и сказали, одни сказали, что это будет макрух танзих, то есть макрух, который лучше оставить, то есть дело, которое лучше оставить, чем совершать его, потому что не свойственно верующему так делать, уподобляться тем, кто это делает из высокомерия. Другие сказали, что это мубах. И приведем некоторые высказывания. Ибн Муфлих, это один из ученых ханбалитского масхаба, в своей книге «Адабу шар'ия», шариатский адаб, этикет, сказал, приводит слова Абу Ханифы, Ибн Муфлиха, потом приведем эти слова. Фатава Хиндия приводится то, что Абу Ханифа, рахимахуллах, иртада бирида интаминин, то, что однажды Абу Ханифа одел одежду дорогую, и эта одежда волочилась по земле. И ему сказали, нам же было запрещено это действие. И он сказал, это было запрещено тем, кто это делает из высокомерия, проявляя высокомерие, а мы не из них. Приводит также Ибн Абдельбар, после того, как эти хадисы привел, он говорит,
وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور. Эти хадисы указывают на то, что тот, кто волочит свою одежду не из-за кичливости, не из-за высокомерия, то его не касается это предостережение пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однако, говорит, волочить свою одежду, это, говорит, все равно нехорошее дело, порицаемое дело. Все равно порицаемое дело. Также приводятся слова الحاصل أن النصوص متعارض فيما إذا نزل عن الكعبين بدون قصد الكبر فمفاد الحطاب из маликитского мазхаба приводится то, что говорит аннаху ля хурмата, если человек делает это без высокомерия, то в этом нету, то это не харам, баль юкрах, однако является макрухом, Также имам Навави приводит слова имама Шафи'i, и он указывается и говорит, не разрешается как в намазе, так и вне намаза опускать свою одежду, чтобы она касалась земли. А если, чтобы она касалась земли, проявляя этим высокомерием. А если она опускается не из-за высокомерия, то, говорит, это фахуа хафиф, то это не является большим грехом. Так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал Абу Бакру и сказал, когда Абу Бакр сказал, мой изар опускается, одна сторона моего опускается, он сказал, ты не из них, то есть ты не из тех, кто делает это из высокомерия. И по идее пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если бы оно в любом случае, как ученые говорят в этом случае, если в любом случае было бы это запретным, харамом, и в этом случае, когда он из высокомерия, и когда не из высокомерия, то он не сказал бы Абу Бакру, ты не из тех, кто делает это из высокомерия. А сказал бы, он же опускается без твоего ведома. Он бы сказал Абу Бакру то, что он опускается без твоего ведома. Но он не сказал, что он не опускается без твоего ведома, а указал именно на то, что он это не делает из высокомерия. И это именно указывает, и это ученые говорят, это является правилом в этом вопросе. И это является правилом в вопросе. То есть, если человек опускает ниже щиколоток для какой-то цели, которая является мубахом, которая является разрешенным в шариате, то в этом случае это предостережение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его не касается. Также имам Навави, делая шарх на Сахих Муслим, говорит, «Ля яджузу избалиху тахталь ка'байни инкана лиль хуяля». Не разрешается опускать свою одежду ниже щиколоток, если это делается из высокомерия. А если это делается не из высокомерия, то это макрух, говорит, то это нежелательно. То есть верующий все равно должен сторониться этого. И говорит, явный смысл хадисов указывает на то, что волочить свою одежду именно будет харам в том случае, если это происходит из высокомерия, как на это указал имам Шафи'i. То есть есть среди ученых, кто сказали, что разрешено, и кто сказали, что будет макрух, если это сделается не из высокомерия. Что касается ханбалитов, то Ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, известная книга, говорит, «Ваюкраху избалюль камис ва изар ва саравиль». И, говорит, является нежелательным, то есть не говорит харам, а говорит, является нежелательным опускать свою рубаху, изар или штаны, шаровары свои ниже щиколоток. Если он харума, а если он это делает из высокомерия, то в этом случае харам, сказал. То в этом случае харам. Также об этом указывает Ибн Муфлих в своей книге Адаб аш-Шар'и. И это ханбалитское мнение.
И есть, как сказал, вот есть, например, Ибн Хаджар аль-Аскаляни, он в любом случае, говорит, харамом является, так как в одном хадисе говорится, то, что ниже щиколоток, то в огне, а в другом хадисе говорится, тот, кто волочит свою одежду из высокомерия, то не посмотрит Аллах на него в судный день, не очистит его от грехов, и ему будет мучительное наказание. Но другие учителя и говорят, что тут разные наказания, а раз разные наказания, значит и хукмы разные, то и хукмы разные. И тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал то, что тот, кто волочит без высокомерия, то у него в огне, а тот, кто волочит с высокомерием, то у него вот 3 наказания. Но другие ученые сказали, нету тут разных наказаний, это одно наказание будет. Потому что если это является грехом, если человек делает это из высокомерия, то он в любом случае войдет в ад. Поэтому тут нету разных наказаний, а просто показывается, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не указал то, что на каждое из этих действий разные наказания, а просто в разных хадисах указал разные стороны этого наказания, разные стороны одного наказания, а не 2 разных наказания. Поэтому большинство ученых, как мы смотрим, из 4 масхабов, большинство ученых говорят, что или же мубах является, говорит, или же макрух является. И вот я посмотрел, мулла Али Кари, например, делая шарх на этот хадис, говорит, что это макрух танзих, если это делается не из высокомерия. Макрух танзих. То есть то, что верующему лучше оставить, чем совершить. То есть лучше поднять до щиколоток и не опускать ниже щиколоток. Но если он опустит ниже щиколоток, то это не будет харамом. А если он делает это, проявляя высокомерие, как, например, раньше короли делали, то это запрещено. И как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указывается, то, что он носил свою одежду, изар у него был до середины щиколоток, а рукава у него не превышали его пальцев, не были чересчур длинными. То есть даже в рукавах, если рукава чересчур длинные, это также указывается на то, что это запрещено, если это делается из высокомерия. И есть среди ученых, кто запрещают и говорят, что харам в любом случае. Но Аллаху алям, то если посмотреть по правде, то в большинство хадисов, в котором указано вот этот грех, то он именно обусловлен именно с высокомерием. Во многих хадисах именно говорится кичливо, высокомерие там, и вот такие. И Абу Бакру пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, ты делаешь это не из высокомерия. То есть указывая то, что если что-то делается из невысокомерия, если вот эти действия делаются из невысокомерия, а какой-то ради другой цели, то в этом случае это не входит вот в это предостережение. И также приводится Ибн Аби Шейба, приводят высказывание Ибн Мас'уда, и Ибн Хаджар аль-Аскаляни сказал, что у него хороший иснад, то есть иснад, который принимается, макбуль, то, что Ибн Мас'уд, рады Аллаху анху, опускал свои штаны ниже щиколоток, опускал свою одежду ниже щиколоток. И когда ему это указали, он сказал, поистине моя голень очень тонкая, а я стою имамом для людей. То есть, чтобы люди не насмехались над имамом, имам должен сохранять свою честь. И тут он говорит, моя голень тонкая, а я стою имамом для людей, чтобы это не стало поводом для насмешек над имамом, он опускал ниже щиколоток одежду свою. И вот опираясь на эти хадисы, и хадис вот это Абу Бакра, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обусловил именно, и не сказал ему, ты это делаешь непреднамеренно, поэтому это не является тебе грехом, а именно указал то, что это ты делаешь не из высокомерия, то ты не входишь в их число. Поэтому, как мы видим, что большинство ученых указали на это, и есть, ученые, которые запрещают это в любом случае. Поэтому лучше будет, если человек будет поднимать
до щиколоток и не опускать ниже щиколоток, но при этом человек не должен яростно называть другого, то, что он грешник, то, что он другими словами какими-то, и пренебрегать этим братом, если он опустил ниже щиколоток, потому что, как мы видим, что многие ученые, великие ученые, большие ученые указали то, что это является или макрухом, или некоторые, как имам Шафии, сказали, что вообще мубах это опускать ниже щиколоток, и обусловили опускание ниже щиколоток, запретность опускания ниже щиколоток, только если это делается из высокомерия и кичливости. И многие ученые также указали, почему макрух, потому что есть в этом, что маданнату, то есть то, что этот человек может быть обвинен, что он делает это из высокомерия, или это может привести его к высокомерию, потому что есть в этом доля схожести с этими людьми. Поэтому они указали и сказали, что это макрух. И вот это будет более лучшим мнением, то, что макрух литтанзих, если это делается из невысокомерия, и харам, если это делается, проявляя высокомерие. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла الله أكبر الله